Всем привет! Уважаемые телезрители, я прямо в эфире. Впервые я прямо на трансляции на рыбалку идем. Сегодня очень жаркий день, плюс 25 градусов, даже очень ощущение плюс 30, а может и больше. Всем рекомендую смотреть. Всем приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее. Смотрите до конца. Будет интереснее. С собой, конечно, пока удочка. Вот такая удочка у меня катушкой. Со мной защитница, овчарка. Куда-то она... вот она идет. Представляете, погода еще стала жарче днем. В середине дня очень жарко. Но ветер еще не попадается. Деревья держит. А ветер дует в юго-запад. Сегодня МЧС передал, что будет штормовое предупреждение. Но пока не видно ничего. Будем ждать. Но, конечно, не хочется такие погода, штормовой, гроза и проливной дождь. Это нам не надо. Нам не надо только солнечная. Так вот. Так, я уже рядышком. Сейчас будем устанавливать. И сразу признаюсь, то, что я ловлю, а спускать буду обратно. Мне такие мелкие мне не надо. Прямо эфир, конечно, будет интереснее. Вот тут, конечно, хорошее местечко. Вода черная. Видите сами? Вода очень даже темная вода. Вот. Это дает природа вот такой. Вот скажите мне комментарий, что почему вода темная. Напишите комментарии. Сейчас будем устанавливать. Сегодня 30 июня. Последний июньский месяц. А впереди будет еще жарче. Воды очень много. Сегодня я побывал даже очень много грибы. Немножко нашел. И не только грибы, а насекомые, оводы, комары очень много было. А тут, конечно, все-таки нету ни одного комаров и меньше оводы. Но хотя бы, чтобы было оводы, это будем
на крючке поставить. Может, поймаешь крупные рыбы, елец или харю. Ну, посмотрим, как будет ловиться. Сейчас надо устанавливать. Не знаю, куда установить.
Но будем обратно отпускать. Ребята, смотрите. Это елес, ребята, елес. Ну вот и. Но тут бывает крупные ельца и маленькие, но больше тут плавает больше пескарь. Очень много пескарь. Но если есть пескарь, значит рыбы есть хариус или елес. Но хотя бы одно я поймал и я отпустил, сами видели. Но это вам показал одно место. Это самое лучшее место. Но вода это все упадет. И вода высохнет. И земля будет видно. Сейчас пока вода большая. И видите, какая темная вода. Но как рыбалка, конечно, нормально. Покажет собака вот. Собака вот. И могу показать зубы. Вот такие зубы. Ко мне. Нельзя. Фу. О, на. Вот такой зубы у меня. Так, ребята, сейчас хотя бы в одном месте я побывал. Сейчас пойду на другое место. Это самое лучшее место. Темная вода. Еще раз, ребята, вам вопрос. Почему вода темная? Напишите комментарий. Ответ. А сейчас буду я идти сюда, на другое место, и там порыбачу. А вы будете смотреть. Ну что, погнали дальше. Погода, конечно, сногсшибательная. Просто мне, конечно, приятно такие погоды. Я люблю такие погоды. И люблю очень. Чем зимой. Просто нам такие коварные комары и коварные оводы. Вот это проблема. А остальное все ок. Замечательно просто. Просто замечательно. Ну что, ребята,
пишите. А кто смотрит, тихо. Ладно, я пойду лучше. Сейчас скоро собака будет купаться. Сейчас придется купаться, потому что ей очень жарко. Надо купаться, чтобы купался, а потом, чтобы мне, где я рыбачил, чтобы мне не мешало. А то будет мешать, и всех рыбу испугать может. Но она постоянно воду пьет. Такой жаркий день, конечно, воду пьет. Но я вам еще впервые я снимаю вот так. И качественно даже снимает. Благодаря спутниковый МТС ловит хорошо. Конечно, я бы поехал на мотоблоках, но тут, конечно, трава растет. И не буду это все испортить, а то, может, штрафуют. Ну, конечно, вандалы, мародеры, конечно, ездят тут. Вот видите, дорога стала. Это ездил недавно каракаты. Вот и я по следам иду пешком. Вот так, ребята. Сейчас сперва овчарка пусть купается. Впервые на прямой трансляции. Это всем, конечно, интереснее. Сейчас будет овчарка купаться. На речке, конечно, сами знаете, может и нет. На речке очень холодная вода, ледяная. Но не совсем ледяная, но все так и есть. Ну вот и немножко покупался. Но это достаточно. Ей, конечно, приятно. А мне не очень. Мне наоборот очень жарко. Хочется, конечно, купаться. Но не хочется простудиться. Не хочу. А сейчас будем дальше идти. Еще мне идти где-то 1 километр на другое место. Там чуть глубже. И там бывает крупные. Бывает. Но в этом году много раз вода поднялась, но не знаю. Ну, посмотрим. Вот тут, конечно, идет речка.
Но не повсюду не сможет рыбачить. Тут все сплошное дерево. Не пройти, не выйти даже. Все выросло. Видите, какие большие стало. Раньше не было так. Детство. Когда я маленьким был, так не было. Вот так. Все это дерево, все мелкие было. Где-то не было, где-то было. А вот такое уже стало за 40 лет. Очень много ромашки на поле. Растут цветы разными видами.
Сейчас по пути немножко расскажу, что вот куда я иду рыбачить. Ну, какой-то год, 2-3 года, ну, может больше, браконьер выставлял на речку, где я сейчас иду. Да, когда-то было. И все ловил, ни одного рыбы не оставил. От мелкого до крупного, все ловил. Они не дураки, чтобы удочки ловить. Они такие, чтобы легко, чтобы поймать на сеть, незаконную сеть. Есть такие у нас население. Но если не верите, это все могу доказать. Когда-нибудь все равно они будут ставить сеть на этом речке. Все равно когда-нибудь. Оводы кусаются. Уже видишь, как много оводы. Очень много оводы. Но это как раз приманка. Будем кормить. Крыло оторвем, крыло, овод, одного крыла. И выбрасываем на воду. И будут хватать все. Елец, харев или пескарь. Это еда. Но я уже почти прибыл. Вот она. Видишь, какая огромная. Видишь, какое огромное место. И еще раз повторяю. Когда-то было лет 3 года назад. Тут выставлял незаконный китайский сеть браконьер. И тут все ловил до последнего. Представляете? До последнего. От мелкого до крупного. А вот я наоборот. Мелкий я отпускаю. Ну что, дорогие друзья, смотрите, будем ловить.
не очень клюет, но пескарь даже очень много сверху. Видно даже отсюда пескарь. Вот тут наверху очень много пескарь. Одного я вижу, вот вам, конечно, не видно будет, но я вижу. Не очень клюет, но все так есть.
такой крупный озеро, кольцевой речка. Очень крупный и глубина очень даже. Где-то 1,5. Я тут уже побывал зимой и измерил. И вода тут глубина 1,5. Местами. Хоть и я не поймаю, хоть и да, но все равно я буду отпускать. А сейчас хочу воду пить. Хочется воду пить. На речке, конечно, вода вкусная. Самая любимая вкусная речка. Приятно пить. Видишь, вода как будто красная, да? Представляете, солнце светит, и вода как будто красная. Так, ребята, я главное побывал. Это, конечно, приятно. Побывать такие замечательный. Солнце не попадается, не жарко. Солнце прячется на дерево. И приятно тут. Как будто прохладно. Не очень жарко. Но только минус оводы и комаров мешают нам. Такие вам надо. Видишь, какие огромные. Солнце темно и не видно не очень. Видите, какие огромные. Вот смотрите, как плавают воды. Он крутится, жужжит и крутится там. Так, я туда пойду, там порыбачу. Может, там они... Но больше тут течение идет, течение. И тут бывает хариус или елес. А больше плавает очень много пескари. Вот видите, они хватают, которые я бросил оводы, и они хватают. Попробую на крючке поставить оводы. Сейчас попробую.
Не клюет? Придется другое место пойти. Туда же, обратно. Обратно пойдем. А тут, конечно, ловится. Но нет. Хватает, и все. Играет только. Сейчас в другое место пойду. Обратно путь. Может, там половим. Но ничего страшного, что ловить-то нет, то нет. Главное, что есть. Но хватает она вот рыбы внутри, то есть внутри глубина, вот, конечно, большая, а сверху плавают, сверху пескарь, и пескарь хватает. То, что я выбрасываю в воды, они хватают. Ну, хорошее, конечно, замечательное место. Самое лучшее место. Глубина большая и свободное место. Тут много можно рыбачить. Всем хватит места. Не только мне, а тут очень много места. Пойду в другое место, где ловится хорошо, там может. А если нет, то я буду заканчивать. Но не сейчас, а буду потихоньку идти. Такой прекрасная погода.
Когда-нибудь все равно поймаем и отпускаем. Лето, конечно, уже середина лета уже. Июнь уже заканчивается. А завтра уже новый месяц, новый день. Завтра может еще жарче, чем сегодня. Сегодня плюс 30 градусов, даже больше. Блин, это... Очень много оводы. Видите, сколько оводы? Надоело мне уже на оводы. Время идет. Ничего. Главное, что бомбическое лето. Главное, это самое главное. Жаркий день. Очень даже. Я уже не могу устоять даже вот так на место. Очень много оводы на руках. Кусали уже. Везде руки мои болят от укусов. Оводы очень много. И больно делают оводы. Потом будет чешется. Блин. Блин.
Вот сейчас очень жарко, прямо душно станет, очень душно. Сейчас, конечно, время обед, и как раз сейчас самый жаркий день. Зато приятно, такой погоды очень даже приятно. А мне нравится. Так, немножко порыбачим. Я уже, конечно, вам уже начало половил мелкий елец и обратно отпустил. Но у нас в севере, конечно, не очень ловится, потому что незаконная сеть ловят все до последнего. Вот за это и не ловится. И очень слабо ловится, очень. Надо прекратить совсем полностью, чтобы на магазинах даже не продали сеть разными видами. Хоть и крупные, размер. Вот это да, вот это я понимаю. Сегодня 30 июня, самый жаркий день. Прямо душно станет. Очень даже душно. Но привыкаем. Привыкаем. Я не видно.
Хватает, но отпускает обратно. Хватает. Вот она. Вот она, Хариус. Вот она, ребята, Хариус. Видите, какой крупный. Вот она, ребята. Вот она какая красавица. Все, она уплыла. Сами видели, я отпустил обратно. Видишь, какой? Это средний крупный. Это не совсем крупный, это средний. Все, давайте, ребята, пожелайте мне удачи, что я ловил. Почти уже крупная она была, Хариус. Ребята. Вот так вот, ребята. Так. Ребята, еще раз я вам повторяю. Вот сейчас вам недавно я поймал Хариус, да? И это у нас, если население узнает, или сейчас смотрят мой канал, я думаю, это скоро тут незаконный сеть явится. А если будет тут незаконный сеть, тут же я все подниму и все вырву. Или лучше поджечь. Так ведь, ребята, скажите мне. Вот так вот, ребята. Еще раз повторяю. Это было средний крупный Хариус. Сами видели, я обратно отпустил. На волю. То, что я поймал сегодняшний день. Мелкий елес. И сейчас поймал немножко крупнее Хариус. Это средний. Где-то 20-25 сантиметров было. Но приблизительно 20, скажем, 20 сантиметров. Вот. Так что, ребята, я это вам лично показал. Прямой эфир. Лично. Представляете? Вот так вот. Рыбак, конечно, рыбачит и умеет ловить такие хорошие местечка. Но мешает только деревья, мешает и ветка. Ветки, очень много ветки растут, и они мешают мне. Удочка попадается, вот этих надо ломать, вот так этих очень надо ломать, чтобы удобнее было ловить. Но сейчас вам, конечно... Ну что, ребята, я буду, конечно, это последний улов был, улов последний. И завтра я сюда же приду и половим. То, что я ловлю, обратно отпускаю. И лично прямо эфир.
еще раз повторяю, то, что я ловил, если узнают население у нас, браконьеры, именно браконьеры, или мародеры, вандалы, ну кто есть, они сюда же придут, именно не только удочкой, а сеть, и будут тут баловаться, чтобы пугать рыбы, и все попадет в сеть. А если это будет, если я узнаю, и сегодня могут прийти сюда, сейчас еще время есть у них, если есть, так будет. Я специально снимаю, и это отправляю именно в Федеральное агентство по рыболовству. Ну, это мешает мне. Блядь. Ну что, ребята, я буду заканчивать. Всем пока. Это был самый лучший мой ролик. Всем пока. Ну, не совсем пока, но до скорого.